И снова здравствуйте. На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшеукшара, в студии Алиса Шамба. Сегодня в программе объявлено вознаграждение за информацию об Ирине Доче. Заявление администрации президента. С пожеланиями успеха в учебе в Минобороны поздравили курсантов, поступивших в военные вузы России. В начале выпуска о кадровых назначениях. Сегодня президент Рауль Хаджимба подписал указ о назначении вице-премьера, министром внутренних дел Республики Абхазия Аслана Кубахи. Сегодня же Рауль Хаджимба подписал распоряжение о назначении Леонида Дзапшба советником президента по взаимодействию с правоохранительными органами, сообщает официальный сайт главы государства. Сегодня Рауль Хаджимба принял представителей добровольческого движения Заура Хакунова и Артура Тшунокова из Кабардино-Балкарии и Хатама Неджет Мышфеза из Адыгеи. Президент подчеркнул, что рад принимать добровольцев в Абхазии. Вы пришли в страну в самые трудные для Абхазии времена. Мы гордимся, что у нас есть поддержка наших братьев с Северного Кавказа и сегодня, сказал Хаджимба. Глава государства также отметил, что в Абхазии очень рассчитывают на скорейшую реализацию проекта по строительству дороги, связывающей республику с Северным Кавказом напрямую. В свою очередь добровольцы поблагодарили президента за теплый прием, за проведение праздника Дня добровольца. Вы уделяете внимание не только добровольцам, но и родителям и детям погибших. Большое вам спасибо, сказали участники встречи. Сегодня же президент встретился с представителем добровольцев из Чеченской республики Мусой Тыртаевым, который поприветствовал народ Абхазии от имени всех добровольцев Чечни. Меня делегировала чеченская делегация к вам с некоторыми вопросами, которые нам необходимо обговорить. Просила передать привет всему абхазскому народу в вашем лице, сказал Тыртаев. Рауль Хаджимба отметил, что идет процесс строительства государства. Есть вопросы, которые уже решены, но впереди еще много работы. Президент подчеркнул, что только совместными усилиями можно построить современное и сильное государство. Президент также принял доктора геолога минералогических наук академика Араен, почетного академика Абхазии, члена Союза писателей России Павла Флоренского и члена Союза писателей России, кавалера ордена Леона Татьяну Шутову. Приветствуя гостей, Рауль Хаджимба отметил: мы гордимся тем, что у нас есть такие друзья, как вы. В тяжелые времена вы поддерживали нас своими публикациями, помогая донести правдивую информацию об Абхазии. В свою очередь, гости поблагодарили президента за теплый прием, отметив свою любовь к Абхазии и абхазскому народу. За достоверную информацию о местонахождении секретаря политсовета партии «Единая Абхазия» Ирины Доче объявлено вознаграждение. При этом гарантируется неразглашение имени лица, предоставившего информацию. Об этом заявили сегодня журналистам в администрации президента. Президент Республики Абхазия сегодня объявил о вознаграждении в размере 1 миллиона рублей за достоверную информацию, которая позволит установить местонахождение секретаря политсовета политической партии «Единая Абхазия» Ирины Доче, которая была похищена 2 июля 2016 года в городе Сухум, а также установление лиц, причастных к данному преступлению. Как известно, прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса «Похищение человека». Создана следственно-оперативная группа из числа представителей прокуратуры города Сухум, службы государственной безопасности, Центрального аппарата Министерства внутренних дел и УВД по городу Сухум. Ход расследования взят под личный контроль президента. Лица, которые обладают какой-либо информацией, могут обращаться к исполняющей обязанности генерального прокурора Аршба, либо к прокурору города Сухум Тырба. Со своей стороны мы гарантируем анонимность лица, предоставившего информацию. В Москве прошло 13-е заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией. О предоставлении России текущей финансовой помощи Абхазии в целях ее социально-экономического развития в 2016 году доложил вице-премьер, министр финансов Абхазии Дмитрий Сериков. О ходе реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы доложили замминистра Российской Федерации по делам Северного Кавказа, заместитель председателя российской части комиссии Андрей Резников и исполняющий обязанности министра экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба.
О возмещении Интер-РАО затрат на поставку электроэнергии по ликвидации энергодефицита в Абхазии в период с 17 февраля по 31 марта 2016 года доложили Андрей Резников и Дмитрий Сериков. Со вступительными и заключительными докладами на заседании Межправкомиссии выступили заместитель председателя правительства России, председатель российской части комиссии Александр Хлопонин и премьер-министр Республики Абхазия, председатель абхазской части Межправкомиссии Беслан Барцыц. В Министерстве обороны Абхазии прошла торжественная церемония принятия присяги курсантов, поступивших в российские военные вузы. Клятву на верность Родине дали 52 будущих офицера. Представители руководства высшего военного ведомства страны, а также родные и друзья поздравили курсантов и пожелали им успехов в учебе. Всех этих молодых ребят сегодня родители провожают во взрослую жизнь. Их ждут долгие 5 лет учебы в российских военных вузах. Сегодня каждый из них уже точно определился, с чем будет связывать свою жизнь. Военно-морские и медицинские академии, а также академии связи по всей России уже ждут своих курсантов. Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария пожелал им успехов. Он отметил, что за учебой и дисциплиной каждого из курсантов они будут тщательно следить. Мы не первый раз отправляем своих абитуриентов для обучения в Российской Федерации в военные вузы. Но бывает так, что не успев поступить, начинаются другие. Чтобы такого не было. Чтобы не получилось так, чтобы туда-сюда ездили и зря время тратили. Те, которые будут отчислены, там автоматически будут зачислены в абхазскую армию. Чтобы вы в курсе были. Под особый контроль держится это дело. Мы с начальником генерального штаба этот вопрос поднимали перед начальником учебных заведений Российской Федерации. Будем под особым контролем держать до конца. Среди тех, кто в этом году поступил в военные вузы, есть и девушки. Кассандра Папаскир поступила в медицинскую военную академию. Говорит, мечтала об этом еще в школе. Вступительные экзамены уже позади. Впереди ее ждет интересная учеба. А Денис Табуридзе уже курсант Санкт-Петербургской академии военной связи. Поступать в военную академию решил благодаря брату. Говорит, пример взял именно с него. Мой брат поступал 5 лет назад на военное, и почему-то за эти все 5 лет каждый раз домой приезжал военным. Тогда я был ребенком, и что-то вот так в голове сложилось, что лучше поступать на военное, чем на гражданское. Связь для меня, кажется, хорошая профессия. Из всех других мне почему-то понравилось больше это. Напутственные слова, которые так необходимы в этот момент, говорили и родители. Они желали каждому из курсантов успехов в учебе и стать достойными защитниками Абхазии. Сария Смыр, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Персональная выставка художницы Дианы Хиндба открылась в Сухуми. При поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия в Доме детского творчества «Инар» были представлены работы молодой художницы. А это 32 картины, написанные маслом. Репортаж Сима Аргун. Диана Хиндба не училась рисованию профессионально, но уже с детства ее работы отличались от работ сверстников. Заниматься живописью начала в студии Евгения Котлярова. Это стало стартом ее творческого пути. И уже в 2006 году впервые состоялась персональная выставка Дианы в Центральном выставочном зале Сухума. Работала в студии Батала Джапуа, прошла обучение в Университете искусств в Лондоне. Картины художницы находятся в частных коллекциях как в нашей стране, так и за рубежом. В Англии, Исландии, России, Шотландии, Хорватии, Сербии, Судана и других странах. Открывая выставку, председатель Союза художников Абхазии Адгур Ампар отметил, что он открыл для себя нового перспективного художника. В этих работах мы можем сразу же увидеть ее понимание таких художественных средств изобразительного искусства, как цвет, линия, форма. Мы можем увидеть, как она уже так довольно-таки профессионально начинает пользоваться этими формами, какие интересные у нее сочетания цветов, и у каждой работы есть какой-то свой неповторимый колорит. На сегодняшней выставке были представлены 32 работы, написанные маслом. Они были созданы художницей за последние 9 лет. Но Диана пробует себя и в других направлениях. Ее картина о местах, где она побывала, которые довелось ей увидеть. Таким образом, она передает свое восприятие культур народов мира. То есть я пробую себя в разных техниках, пытаясь выразить, наверное, свой внутренний мир
И тут можно увидеть работы в разных стилях. У меня очень много работ в технике гуаши, более 100 работ, которые здесь не представлены. На данной выставке представлены работы периода 2007-2016 год, написанные маслом. 32 работы я представляю на суд профессионалов, любителей, друзей, родственников. На первый взгляд эти картины можно отнести к абстракции, но почти во всех представленных работах главный герой – человек. Узнаваемые образы в сочетании с игрой света и тени. Объем и сложная экспозиция умело переплетаются в них. Художница сделала попытки воссоединить несколько направлений. Она не просто делает цветовые пятна, а она цвет набирает. То есть вы, если внимательно посмотрите, видна фактура. То есть подклад, например, вот там красный, на подкладе еще что-то, еще что-то. Это не просто цветовые пятна. И за счет того, что он вот такой многослойный, создается объемность цвета. То есть вы не видите плоскость, а вы видите его глубину. Вот это она очень хорошо умеет делать и всегда умела работать с цветом. Те, кто хочет познакомиться с творчеством Дианы Хиндба, могут посетить выставку, которая будет работать в течение недели. Сима Аргун, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Фонд социального страхования и Федерация профсоюзов Абхазии организовали лагерь для детей на базе частной общеобразовательной школы «Альфа». На днях 70 ребят завершили первую смену. Своими впечатлениями о времени, проведенном в лагере, дети поделились с нашими корреспондентами. В течение 10 дней 70 ребятишек из районов и сел республики в возрасте от 7 до 12 лет отдыхали в лагере «Альфа». Оплачивали расходы на содержание детей в лагере Фонд социального страхования и Федерация профсоюзов Абхазии. В период каникул организовать подобный лагерь нелегко. Пришлось объездить немало сел, чтобы рассказать о нем родителям. И судя по количеству детей в лагере, заинтересовавшихся оказалось много. Старались привлечь детей с сельской местности, которые могли бы отдохнуть на море. Впечатление, программа была хорошая, составлена здесь в школе «Альфа». Для участников лагеря воспитатели и учителя частной школы «Альфа» подготовили разнообразную интересную программу. Занятия по хореографии, вокалу, плаванию, посещение Новоафонской пещеры и дельфинария в Пицунде – лишь небольшой перечень насыщенной программы. Дети активно участвовали в занятиях, отмечают воспитатели. В день выпуска первой смены за активное участие в жизни лагеря и за успехи в секциях наиболее отличившимся ребятам вручили грамоты. Виктория Мактина награждается за активное участие в жизни лагеря, а также в знак признания знаний, жизни и творчества Дмитрия Гулия, проявленных во время экскурсии по музею Гулия, а также в знак признания хореографических способностей, проявленных на занятиях по хореографии. Очень талантливая девочка. 8-летний Ливан Джопо награжден грамотой за успехи в секции журналистики. Но в лагере ему больше всего понравилась еда. Кстати, питание здесь пятиразовое. Мы здесь кушали, футбол играли, еще по вечерам на море. Тебе понравилось здесь? С успешным завершением первой смены поздравила детей и воспитателей директор частной образовательной школы «Альфа» Фатима Даутия. Она заметила, что на базе школы летний лагерь для детей проводится не впервые. Ребята имели возможность проявить себя. Дети сдружились, им было хорошо, они игрались, они находились в черте города и при этом были обособлены. У нас есть возможность иногородным предоставлять проживание. Мы были готовы к этому, потому что мы уже проводили такие лагеря. И мне кажется, что вообще идея лагерей при школе, особенно дневных лагерей, вот с 9 до 9 дети имели возможность здесь находиться. Она, во-первых, создает возможность контролировать вот ту среду, в которой находятся дети, и программировать вот развитие детей. За 10 дней, проведенных в летнем лагере, ребята успели подружиться и не хотели расставаться. Обещали друг другу не терять связи, переписываться и созваниваться, а также встретиться и следующим летом в Альфа-лагере. Амрамич, Альбина Жейба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. На КПП ПСО появился обновленный центр обслуживания компании «Аквафон». И он выгодно отличается от подобных центров по стране. Чем именно, расскажет Царесмар.
16-й по счету центр обслуживания компании «Аквафон» находится на КПП «Псоу», то есть в непосредственной близости от границы. Пожалуй, лучшего места, чтобы быть всегда на связи, и не придумаешь. Особенно в летний сезон, когда ежедневно границу с Россией пересекает большое количество людей. И, безусловно, каждый хочет оставаться на связи. Об удобстве абонентов и прежде всего гостей нашей страны в очередной раз позаботился первый мобильный оператор Абхазии – компания «Аквафон». Новый центр обслуживания не похож на другие. Он отличается не только масштабом, но и особыми услугами. Здесь туристы могут получить бесплатную и достоверную информацию о нашей стране и даже распечатку карты Абхазии ключевых городов. Такая услуга стала возможна благодаря сотрудничеству Аквафона с туристическим центром компании Colors of Nation. Помимо ставшего уже традиционным и считающимся уже самой разумеющимся, высокого качества обслуживания, здесь, в этом здании, вас ждут еще очень много приятных таких вот неожиданностей. Вы можете, уважаемые отдыхающие, получить всю подробную информацию об отдыхе в Абхазии, включая распечатанную большую карту Абхазии, и это совершенно бесплатно. И это благодаря креативной группе Colors of Nation. Еще одна отличительная особенность этого ЦО – современный яркий дизайн. Задача была создать что-то яркое, привлекательное и не сильно сложное по дизайну. То есть это должно было быть что-то очень минималистичное, в то же время выполняющее несколько одновременных задач. Церемония открытия офиса началась с традиционного ритуала – торжественное перерезание ленточки. На церемонии открытия центра не обошлось без сюрпризов. На этот раз гостей ждал розыгрыш призов от «Аквафон». Буквально за несколько минут все номерки были разобраны, и обладатели счастливых чисел с большим удовольствием разбирали свои подарочки – флешки, майки с принтом, сувенирную продукцию. Конечно, очень приятно, что «Аквафон» в это время развился так здесь. Здесь раньше не было такого. Прям, честно, сегодняшний день для меня очень радостно. И выиграл майку от «Аквафона», чехол. Очень приятно, если честно. И флешка. Официальная часть закончена. Специалисты начинают принимать первых клиентов. В этом центре обслуживания, как говорится, места и внимания работников хватит на всех. Здесь все желающие смогут подключить нужную им услугу, приобрести сим-карты с интернетом 4G, пополнить счет, а также узнать о последних новостях компании. Все наши абоненты и многие гости страны знают, что здесь на ПСО с 2014 года работал уже центр обслуживания «Аквафон», но руководством компании было принято открыть новый центр, гораздо просторнее и удобнее, что позволяет принять большее количество абонентов. В этом ЦО абонент может подключиться к бесплатной сети Wi-Fi и даже зарядить телефон. Рядом с центром обслуживания расположено отделение Сбербанка, где каждый желающий может снять деньги с карты. Все для удобства абонента. Здесь очень хорошо, граница сразу, людям удобно, приезжающим. И нам удобно, если деньги на счет скинуть. Мы же ездим часто туда-сюда. Очень удобно. Открытие центра «Аквафон» сопровождалось приятной музыкой и угощениями, а вокруг еще долго царила особая атмосфера. Дети радовались шарам, конфетти, различным сладостям, а взрослые спешили поделиться своими впечатлениями друг с другом. Одним словом, праздник от компании «Аквафон» удался. Сария Смыр, Беслан Чхенджерия, Абхазское телевидение. И в конце выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможная гроза, днем погода прояснится. Температура воздуха ночью плюс 19-21, днем 29-31 тепла, температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.